Пробуем достать. Слышу потяжки. Хорошенькие потяжки такие. Что-то висит. Так, на червя попался. Всем огромный привет, друзья! Вчера на речку не ходили, потому что, как мы видим, вот сегодня вот такая вот дрянь погода, непогода. А вчера было еще хуже. Сейчас хоть что-то видно. Вчера вообще видимости было 0. Страшная метель, -8, ветрище. Сегодня чуть-чуть потеплело. 0. Температура 0 градусов. Обещали в 2 часа где-то +1, к вечеру +2. Вот ждал потепления. Из-за этого приехал поздно. Время уже где-то 1:30. Но ветер сильный и снег. Так что проверять сегодня будет опять же некомфортно. Ну ладно, что, снасти поставлены, значит надо проверять, что теперь. Итак, вчера сделали выходной, занимались домашними делами. И сегодняшнюю проверку начнем с удочек, наших ставных удочек. Так, здесь никого. Здесь тоже никого. Ну, может быть, что-то маленькое есть, типа ёршика, что ли. Но это увидим при проверке. Продольники сейчас будем отдалбливать, проверять. Сильно не замерзли, по крайней мере, вот удочки. Просто интересно, на удочке что-то клюнуло, нет? Тут что-то вроде бы небольшое есть. Будет видно при проверке. Что-то натяжка вроде бы есть небольшая. Так. Здесь никого. Да. Сейчас говорил с мужиком, с рыбаком. Тоже улов, говорит, слабый. Вчера тоже не ходил. Здесь никого. И на последней. О, а вот здесь, друзья, что-то есть. Опа, 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 опа. Вот, во. А здесь, друзья, что-то есть на последней. Пробурил. А, там еще у нас 2 удочки. Здесь у нас что-то есть, дергает, тяжеленькие, не знаю, посмотрим. На лимиты я не знаю, что. Здесь никого. Ладно, друзья, приступаем к проверке. И начнем с той удочки, где дергает рыба. Ну что, приступаем к просмотру. Так, вот, как я говорил вам, что ставлю палочку, чтобы не прижимало ко льду. Если бы я эту палочку не поставил, леска была бы полностью прижата ко льду, и долбить было бы ее сложнее. Как мы видим, вчерашним морозом все застыло. И сейчас мы будем это все отдалбливать. Нормально, не сильно. Это то, что еще дать снежком приполошил. Так. Ну, думаю, пролезет.
Что-то не слышу. Уже никого не слышу. Уже не дергает. Сошел. Нет, есть, еще есть. Пока еще есть. Так, не будем уже издеваться. Пробуем достать. Слышу потяжки. Хорошенькие потяжки такие. Что-то висит. Так, на червя попался. Язёчек. Опа, сошел. На последнем дыхании уже держался. Вот и, друзья. О, что-то с глазом у него. Больной глаз какой-то. С больным глазом язь. Видите, да, друзья, какой мутный глаз. Один вот нормальный глаз, левый. А правый мутный, он. Что-то я даже с него выдавил. Какой-то больной глаз у него, вон. Ну ладно. Отмучился. Вот и первый язёчек. Сошел. Но не совсем. А мог бы уйти. Я считаю, подергал его. Дотягивая, вытаскивая, он сходит. Еще чуть-чуть и мог уйти уже. Но, видать, был наш. Вот и первый язь весеннего сезона. Кто-то скажет сейчас: о, язь, сорная рыба. Но, друзья, я, если честно, рад этому язю. Даже очень. Может быть, это говорит о том, что, возможно, рыба шевельнулась. И скоро, очень скоро пойдут поклевки. Так, ну все. Дальше все как обычно. Наживляем, насаживаем, отпускаем. И проверяем сначала удочку, а потом пойдем проверять продольники. Начало есть. Так, еще один беспалочный продольник. Что-то не пойму, вроде бы натяжечка. Ну да, есть небольшая натяжечка. Ну, что-то не дергает. Скорее всего, это ёрш. А может быть и нет. А может быть, это и сижок. Что-то странно идет. Или дохлый что-то. Непонятно. Нет, что-то есть. Опа, сижок. Сижок. Вот Янцкадан. Ну вот. Опа. Он заглотил до желудка. С попы кровь херачит, блин. Кровотечение у тебя, дружочек. Желудочное. Не мучайся. Все. Ты жил не зря. Опа. И крючок сломался даже. Чуть бы и ушел. Гниловатый крючок уже был. Ладно, сейчас мы будем вскрывать желудок, доставать кусок крючка. Вот такой вот красавец сиг. Так, пришлось мне тут провести небольшую операцию. Еле-еле, с горем пополам. Но нашел отломанный крючок. Как бы, чтобы вот он отломанный крючок. Видать, подржавел уже и сломался. Так, куда-нибудь вот туда подальше выкинем его. Сейчас поменяем крючок. Для чего я это делаю? Чтобы случайно при еде не попало в желудок или еще куда-нибудь. Вот у нас в улове один язь, один сиг. Меняем крючок, начинаем проверять дальше. Так, на беспалочных продольниках у нас один сиг, на удочках один язь. Сейчас посмотрим, что нам дадут палки. А палки пока молчат. По крайней мере, эта палочка молчит. Но черви покоцаны, это уже хорошо. Значит, кто-то здесь побывал за 2 дня. Так, друзья, смотрите,
Что стало опять с погодой? Она сегодня тоже не шепчет. Приблизительно стала похожей на вчерашнюю, но мы здесь и никуда не поедем, пока все не проверим. Фонарик у нас есть, хоть по темноте, хоть как, все равно будем проверять. Потому что так надо. Что там у нас, ёршик что ли? Или чё ли? Или ничего ли? Черви целые. Где-то покоцанные, где-то целые. Хрен поймешь. Походу здесь у нас тоже пусто. Здесь никто не проплывал. Рядом продольник был, черви были покоцанные. На этом все целое. Ну и ладно. Нет, так нет. Так, а здесь у нас что-то есть. Есть натяжечка. Вон, хорюзок. Ну, неплохо. Небольшой, но пойдет. Тем более заглотил до желудка. Так. Сижок, хрюзок, язёк, ершок. Каждой твари по единице. Ну, слабовато, слабовато. Да и погодка вон что творится. Южный ветер со снегом, блин. Но хоть не минус, где-то 0, наверное. Вчера минус 8, наверное, еще было с таким же ветром, со снегом, еще и минусом. Это вообще было бы невозможно. Ладно. Потихонечку будем проверять. Все равно проверить надо все, во что бы то ни было. Так, хорюзок немножко обнадежил. Опа, опа, это что? Дернуло или что? Да, опа, нет. Зацеп. Я уж думал, что-то дернуло, а это зацеп. Блин, жалко. И что-то ведь там есть. Там есть рыба, но зацепила, замотала куда-то. Потому что вон, чувствую натяжечку. Вон. Блин. Ну, блин. Вот она, вот она, вот она дергает. Походу сиг. Плавные потяжки, и не сиг не маленький такой, вес чувствуется. Но зацепила, вот она, вот она. Был бы язь или хариус, он бы сильно дергал. А это такие слабые потяжечки. Но, к сожалению, куда-то зацепился, запутался. Жалко. Жалко, жалко. Что, придется рвать, наверное. А что делать-то? Сам он не отцепится, наверное. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, чувствуется. Вон, смотрите, вон. Куда-то запутался, но... Вот. О, пошел. Отцепился. Язь! Язь, я же говорю. Блин, хорошо, что не выдернул сразу. Я чувствую, что-то дергает, блин. Вот такой вот язина. Я уже хотел было рвать. Хорошо, что проявил выдержку. Вот такой красавец. Второй язь. Этот с двумя глазами. Вот Янцкадан сработало. Палочный продольник. Он. Вот. Два язя уже, сижок, хариус. Вот здесь попал вот хариус, здесь язь. Там вот второй язь. Но если язь шевельнется, будет веселее.
Я так думаю. Язи это кормилец. Можно и котлетки сделать, и подсолить, и ребрышки пожарить. Да много чего можно с язя сделать. Никогда не считал язя сорной рыбой. Язя это кормилец. Фу. Ну, хоть отцепили, то хорошо. Блин, а был готов уже рвать, ведь, а? Никогда не надо спешить. Всегда есть два путя. Ах, погодка-то разгулялась. Посмотри, какая благодать. Зацеп. Да ёчкина помойка, бля, не река. Хрен знает что, блин. Блин, и опять сверху было. Была рыба по-любому. Рыба была. И рыба уплыла. Леска была сверху. Это стопудово был сиг или налим. Скорее всего, это был сиг. И леска порвалась. Порвался продольник с тонким крючком. Печалька. Такого снегопада, да еще с ветром, давно не помнят здешние места. А что сейчас поймаем, лишь Богу одному известно. Но что-то тут запутанное, и есть натяжка здесь. Тут налимчик такой вот зеленый. На жареху ты пойдешь. Та-та-ра-та-та-та-та-та-та. Да ёшкин ты кот. Руки уже окоченели, блин. Весь продольник запутал. Весь продольник. Еще и заглотил, блин. На ерша попался или на малька. На крупный крючок, не на мелкий. Но почему-то это не помешало ему все запутать. Так. Двоязя, сикхариус, налим. Так, ну а здесь вот что делать с этим продольником? Распутывать, что делать? Так, здесь что-то есть. Натяжечка есть. Давай, давай, давай. Давай, сижок. Сижок. Ага. Хренок, бля, а не сижок. Ершок. Коряга какая-то шла, блин. Я уж думал, сижок идет, блин. Обломчик. Облом Петрович. Вот такой вот ершишка. Пальцы уже не слушают ни хрена, блин. Для вас, друзья, это будет короткий ролик. На самом деле времени проходит очень много. Дай бог успеть до темноты. Нет, так придется под фонариком. Потому что где-то запутывается что-то. Продольник распутывать надо. Где-то насаживать вот этими замерзшими пальцами. Блин, тоже все это долго. Погодка, вы сами видите, вон какая дрянь, блин, полная. Ну ничего страшного, немножко уже осталось. Главное, мы не пустые, и то хорошо. Ух ты, запутано-то как. Что-то было и уплыло. А что-то было и ушло. Вон как все запутано. Кто-то здесь похулиганил. Ну ладно, значит не наш. Значит придет другой раз. Друзья, я еще не поднял палку, а вижу вон налимчика. Скорее всего он попал.
И запутал вокруг палки все. Вот он плавает, небольшой налимчик. Вот он, хулиган. Все запутал. Все запутал. Ну ладно. Там все, больше ничего нет. Больше нет ничего. Ну и хорошо, на этом спасибо. Как раз для жарехи немного не хватает. Заглотил ты, блин, до задницы. Ну вот, потихоньку, очень потихоньку, но улов растет. Благодаря язям даже дно ведра закрылось. Тем временем, походу, уже темнеть начало. Вон погодка так и херачит, снегу валит. О, если такая погода будет, завтра не поеду. Ну его нафиг, блин. Так, небольшая натяжечка есть. Опа-на. Опа-на. Налимчик. Кума. Блин, за 2 дня ты уже успел и сдохнуть. Заглотил и дать хорошо. Ну да, уже сдох. Ну ладно. Есть кому и таких покушать. Так что будет гостиниц Туману и Джесси. Не говорю белому, потому что уже почти неделю белого нету. Обычно пропадал на день, на 2 все-таки. Месяц март. Мартовские коты любят погулять. Но походу догулялся. Или попал под бродячих собак, или под машину. Не дай бог, конечно, дай бог, чтобы вернулся, но все-таки почти 7 лет уже с нами. Жалко будет такого умного кота потерять. Ну, будем надеяться, что вернется. Если вернется, я его налимом-то накормлю. Осталось 3 палки. 3 палочки, 3 палочки. Так, что здесь? Никого, походу. Или ёршик. Никого. Нет, есть ёршик. Думаю, вроде кто-то бы дергает. Вот такой вот ершишка. Так, здесь у нас продольник оборвало в прошлый раз. Тут только короткий поводок у нас. Пусто. Никто не приходил. Мальки подохли. Да ладно уже. Сегодня не буду менять. Там мальков-то толком не осталось. Вон один малек живой, если что, пусть на этот. Пусть этого малька хапают. Сегодня уже не до этого. Но уже пальцы не слушают. Вон погодка. Начала темнеть уже. Ну, осталась 1 палка, так что до темноты, можно сказать, успел. Благо еще снегом засыпало. Вчерашним сильно не замерзло все. Успел засыпать. Вон, не надо долбить, хоть лопатой только раз-раз. Потом так раз, лепешечку туда и готово. Смотрим, что у нас на последней палке.
Ой, палочка моя, выручалочка. Палочка, выручалочка. Ничего. На последней палке ничегошеньки нету. Нет, что-то дергает даже. Вот он, возле берега. Ну куда же без тебя, сопливого. Вот такой вот ершунчик. Вот так вот. Как-то вот так. Как-то вот так. Сейчас наживлю уже, пока не стемнело. И потом попрощаемся. Так, ну что, друзья, закончили мы нашу проверочку. Ну, ролик, я думаю, будет длиной не более 15, ну максимум 20 минут, наверное. Вы его посмотрели так быстро, все кажется просто, легко и просто. На самом деле сейчас время уже, знаете сколько? На самом деле время уже 18:05. 18:05, это, грубо говоря, 4 часа я здесь на реке. Пока повошкался с удочками, пока проверил, пока распутывал. В такую погоду холодную пальцы не слушаются, все это медленно, надо нас наживлять, отпускать. В общем, время уходит. Как говорится, у природы нет плохой погоды, есть погодка отвратительная. Но сегодня хоть 0. Ветер, снег, но 0. Вчера ветер был сильнее и с минусом. Что у нас по промытым берегам? Вот, несмотря на ночные заморозки, несмотря на вчерашнюю минусовую температуру, вон, берег все больше и больше размывает. Вот уже открытая вода там везде. Весна потихонечку, несмотря на то, что зима сопротивляется, идет, приближается. Не знаю, сколько у нас получится порыбачить на продольнике, но что получится, то получится. Подводим итоги, друзья. Сегодня у нас появились язи. Они и дали наш улов. По весу, наверное, это самое большое, что было за все эти дни. Такого улова, наверное, по весу еще и не было. Что мы имеем? Это вот такой вот харюзок, вот такой вот сижок, 2 язя и 3 налимчика и 3 ерша. 2 налимчика довольно-таки средненьких размеров, вот один поменьше. Это на жареху, это не знаю, что с ними будет Валентина делать. Это закинем белую рыбу на малосолочку. Как-то вот так, друзья. Без улова мы домой не идем. Вечерний ужин у нас опять будет с жареной рыбкой. Все, как говорится, любая прогулка с пользой для дела. Прогулка на рыбалку пустой и на этот раз не стала. Все хорошо. Так что не знаю, как будет завтра, но при любом раскладе послезавтра приедем обратно. Так что до новых встреч на канале Коми Рыбак. Всем пока.